Ну, я хотел бы отметить, что несмотря на все призывы отдельных политиков, как за пределами Крыма, так и здесь, в Крыму, не ходить на перепись, все-таки перепись по большому счету состоялась, и крымские татары, можно сказать, что они приняли участие. Хотя, конечно, имело место, что крымские татары отказывались переписывать, уезжали. Были случаи, когда они просто не пускали домой переписчиков, опасаясь тем, что они их перепишут, а потом их депортируют. А перепись показала картину более-менее ясную, но, на мой взгляд, все-таки надо было говорить о крымских татарах не как в целом о федеральном округе, а разделить Крым и Севастополь, потому как в федеральном округе два субъекта, и эти субъекты издают свои законы, нормативные правовые акты, которые обязательны к выполнению именно вот на территории этих субъектов. Вот исходя из этого, когда я проделал анализ, я им на круглом столе этом объяснил все, обосновал. По итогам переписи. Да, по итогам переписи, естественно. И у меня получилась цифра, что численность крымских татар в Республике Крым составляет более 14%. 14,2%. Вот примерно вот это вот. Это какое количество крымских татар? Это около 270 тысяч, которые имеют здесь право ходить на законном основании, то есть это присутствовать на законном основании, там, либо зарегистрированы, либо еще. Есть еще, конечно, крымские татары, которые просто приехали в гости, по разным подсчетам, по крайней мере, ту цифру, которую мы подали вице-премьеру Козыку с просьбой, чтобы он оказал содействие в упрощенной процедуре их регистрации и получения гражданства, эта цифра составляла до 4000 человек. Крымских татар. Да, крымских татар. Поэтому здесь я достаточно так уверенно говорю, что и в чем, в общем-то, и сами Росстат, Крымстат, Росстат в анализе указывали, что ряд фактов, конечно, потребовало, чтобы были проведены выборочные какие-то проверки. Они объясняют такой факт, что людей спрашивали, какой он национальности, они говорили, мы татары, а какой ваш родной язык? Они говорили, а родной язык наш крымско-татарский. То есть понятно было, что здесь какие-то недоразумения. А мы понимаем, что переписчик не имел права указывать им, уточнять именно какой национальности. Что означает то или иное количество крымских татар в Крыму сегодня? 232 официальные данные, вы говорите 270 тысяч. Какое это имеет значение сегодня для власти? Имеет это значение какое-то? По мне я бы какого-то значения особого не придавал бы, но есть ситуация и есть общественность, которая почему-то этот вопрос муссирует. Это очень важно при принятии каких-либо актов, нормативно-правовых актов, касающихся той или иной этнической группы, в частности, крымских татар. А что это может быть? Это может быть и вопросы языка, это может быть вопросы ее символики, это может быть вопросы традиций их, обычаи их. Обустройство, финансирование вопросы обустройства, то есть выделение средств, тоже исходит из-за этого, и многие другие вопросы. И в конце концов, ведь понятно, что крымские татары не могут сегодня 10,6% быть, о чем, как говорится, это сказано. Но там же не уточняли, в Республике Крым это, либо же это в федеральном округе. Люди иногда не разбираются, некоторые вообще не хотят разбираться. А какова численность крымских татар в целом, как вы считаете, в Украине и в России вот сегодня же? Я думаю, что, исходя из того, что там показывали, численность примерно от 400 тысяч и выше.
Ну, я не буду говорить, что там чрезмерно высоко, от 400 тысяч, ну, может быть, до 500 тысяч. Это имеется в виду вот. А в чем тогда причина такого расхождения? Вот как вы думаете, это только субъективные причины или объективные все-таки причины какие-то? Или заинтересованность? Я, понимаете, здесь та перепись, которая прошла, все-таки она проходила во время переходного периода, и у нее, конечно, были какие-то издержки. Говорят, что та перепись, которая проводится в России, так вот, которая, ну, конкретно, да, которая будет, кстати, в 2020 году, там более точно подходит. Ну, так говорят, потому что мы как-то не проходили, не знаем. Но вопросы, которые нужны самому государству, я думаю, там надо более четко ставить вопрос, а иногда даже и как-то направлять. Люди некоторые не очень-то обращают внимание, причем татары и крымские татары, это уже, по-моему, более 70 лет об этом как-то идет разговор. А у вас татары, там какая разница, татарский язык. Даже вот Конституция, что 21 года Конституция, что 36 года Конституция Крымской автономной Советской Социалистической Республики, государственные языки было написано татарский. Не крымско-татарский, а татарский. То есть настолько это все вот, ну, как-то было упрощено. И поэтому я, честно говоря, и понимаю, люди просто иногда автоматически отвечали, а может где-то в дороге, может какой-то молодой человек не очень разобрался. А вообще рост численности наблюдается, на ваш взгляд? У нас вообще естественный рост есть. У нас естественный рост, прирост населения. У нас механический прирост людей возвращается. Хотим или не хотим, от 1500 человек в год обязательно возвращается. Это вот умножьте 2001 и 2013 лет, умножьте на 1500. Это сразу прибавляется где-то 25 тысяч как минимум. Плюс естественный рост. Мы должны получить прирост 40-50 тысяч как минимум. За этот период? Да, за этот период, за 14 лет. Это минимально то, что я говорю. Потому что вот даже у моего поколения уже внуки родились, по 2, по 3 внука имеется. Мы тогда переписываться, они еще как бы и не женаты, и не замужем были дети наши.